В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Якутия вошла в топ-10 российских регионов по реализации майских указов Владимира Путина в социальной сфере. Республика заняла 5-ю строчку июльского рейтинга медиалогии. Лидерами медиарейтинга стали Хабаровский край, Московская область и Краснодарский край, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. Также в числе лидеров вошли Приморский край, Свердловская область, Новосибирская область, Алтайский край, Омская и Воронежская области. Ситуация с многочисленными задержками рейсов авиакомпании «Якутия» произошла по причине технического состояния самолетов «Сухой Суперджет». Компания одной из первых начала эксплуатировать данные суда, но в последние 2 года наблюдается картина с низкой исправностью и надежностью двигателей судов. Так, из 8 двигателей без каких-либо ограничений работают только 2. Остальные же подлежат периодическому осмотру. На ремонт только 2 неисправных двигателей потребовалось 8 месяцев. Этот опыт показал, что компании-производители пока не готовы к тому, чтобы быстро ремонтировать или поставлять подменные двигатели. Как отмечают в руководстве компании, это системная проблема не только для компании «Якутия», но и в целом для всех эксплуатантов. На сегодня до сих пор не решен вопрос качественного послепродажного обслуживания самолета «Сухой Суперджет». Это проблема номер 1. Она признана на уровне руководящих органов Российской Федерации, Минпромторга Российской Федерации. По авиакомпании конкретно состоялось совещание в июле месяце, в соответствии с которым 29 июля должны были быть приняты решения конкретно в отношении нашей компании по предоставлению подменных двигателей. Сегодня 20 августа, такого решения нет. Мы на сегодня идем по самому тяжелому пути, мы разряжаем расписание. Мы расторгаем договоры с нашими заказчиками на чартерных маршрутах и пересматриваем наше расписание. После проблем, связанных с эксплуатацией судна «Сухой Суперджет», авиакомпания «Якутия» ориентируется на самолеты марки «Боинг». Проект по обновлению воздушного флота авиакомпания планирует представить на полях Восточного экономического форума. Мы считаем, что этот Восточный экономический форум, он действительно может придать какое-то дополнительное движение, дополнительный импульс этому вопросу. Да, обновление флота, да, это правильно, да, любая компания и, еще раз говорю, любой работник авиационной отрасли, он всегда мечтает о новых самолетах и о новых экономичных и безопасных и надежных самолетах. Точно так же и мы. Поэтому мы считаем, что да, решение многих вопросов с точки зрения обеспечения потребностей жителей республики – это новые самолеты, которые будут работать на рейсах из Якутска в том числе. А я напомню, что 4-й Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке. Его программа предполагает проведение более 50 деловых мероприятий, включая панельные сессии, бизнес-диалоги и круглые столы. Банк Тата официально признали банкротом. На слушании в арбитражном суде представитель Центробанка России заявила, что при проведении ревизии выявлена отсутствующая сумма денег в размере более 4 миллиардов 820 миллионов рублей, что свидетельствует о хищении в особо крупном размере. Первый этап развития Арктики, стартовавший еще в 2014 году, завершен. Так, в 3 районах – Оленёкском, Анабарском и Эвено-Бытантайском – регистрируют прирост населения. Ввод жилья составил 78 тысяч квадратных метров. Сотовая связь есть в 99% всех населенных пунктов Арктики. До 2020 года планируют охватить все населенные пункты интернетом, внедряется телемедицина, так как интернет есть во всех районных больницах. Построили и реконструировали 34 котельных, но и не без ложки дегтя из-за природных условий наблюдается и отрицательная динамика. Оленеводство в последние 2 года пошло на спад. Для развития северных районов выделено 4 миллиарда рублей на строительство Жатайской судоверфи, благодаря чему удастся в полном объеме снабдить населенные пункты Арктики всем необходимым. Программы, которые доведены, запланированы по ликвидации последствий паводка, уже ведутся работы. Сейчас строительные материалы уже доводятся по навигации. И Среднеколымск, и Нижнеколымск. Я вот сейчас в Нижнеколымске был, и там сам видел, какие работы там хорошие проводятся. Котельные хозяйства приводятся в порядок, школы ремонтируются.
больницы. Также в Якутии до 2024 года число людей, занятых в сфере предпринимательства, должно вырасти до 142 тысяч человек. Сейчас в этой отрасли охвачены чуть более 100 человек. Предприниматели республики в основном занимаются производством местных товаров, социальным бизнесом. Также в последнее время развивается туристическая отрасль. Поддержка малого и среднего предпринимательства стала возможна благодаря республиканским программам. Это и организация бизнес-инкубаторов, и предоставление льготных займов, а также ряд субсидий из госбюджета. Нужно отметить, что в этом году с этого месяца у нас работу начала региональная лизинговая компания, которая станет подспорьем для работы всех отраслей, всех направлений для предпринимателей на закуп нового оборудования в лизинг. Там предоставляются льготные займы. Если оборудование покупается произведенное в Российской Федерации, там займ, процентная ставка составляет 6%, а для иностранного оборудования займ будет предоставляться под 8%. Помимо этого у нас действуют институты поддержки, такие как Фонд развития малого предпринимательства. В этом году мы планируем, что наполнение данного фонда будет увеличено. И, соответственно, портфель данного фонда возрастет. Крупнейший производитель золота в России, компания «Полюс», подписала со Сбербанком соглашение об открытии новой кредитной линии в размере 65 миллиардов рублей. Действие документа рассчитано до 2024 года для рефинансирования кредитной линии, срок которой истекает в следующем году. Отметим, в 2014 году «Полюс» уже использовал 33 миллиарда рублей, впоследствии конвертировав эту задолженность в доллары. Компания планирует выплатить основную сумму и обязательства в рамках кросс-валютных свопов в общем размере порядка 1 миллиард долларов. Напомним, что основные производственные объекты предприятия расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Якутии. Алроса сокращает свои офисные площади в Москве. Компания отказывается от 3 офисов. Арендованное ранее офисное здание в Казачьем переулке и еще 2 здания, расположенные в том же переулке и находящиеся в собственности компании, которые выставлены на продажу. Это делается в целях оптимизации расходов. Мы продолжаем оптимизировать расходы, связанные с содержанием административного аппарата компании. Так, в конце прошлого года было ликвидировано представительство в Москве, которое к тому времени фактически курировало только административно-хозяйственную деятельность. С 1 октября этого года ликвидируется представительство Алроса в Орле. Также в настоящему моменту компания почти завершила оптимизацию автопарка и расформирование штата персональных водителей московского аппарата управления. Сокращение излишнего офисного фонда обеспечит нам дополнительную экономию средств, отметил генеральный директор Алроса Сергей Иванов, добавив, что компания продолжит изыскивать внутренние резервы для снижения затрат и повышения эффективности. Курс доллара и евро продолжает расти. По данным Центрального банка России, на 21 августа американская валюта составила 67 рублей 18 копеек, евро 76 рублей 72 копейки. Рубль начал ослабевать на финансовых рынках 8 августа на фоне новостей о введении новых антироссийских санкций. Однако в конце прошлой недели российская валюта укрепилась по отношению к евро и доллару. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.